Мир вам, братья и сестры. Хотел еще одно четверостишье небольшое с Божьей помощью сочинил прочитать. Вопросы многих терзают лишние. Они развеются, как дым от папирос, когда пытаешься ответить на вопрос: готов ли ты через миг предстать перед Всевышним? Так, вот и хватит о печальном. Сейчас вот нож сделали такой с Божьей помощью. Сам не выпрыгивает с ножен, держится плотно, вынимается одной рукой. То есть пальцем упираетесь сюда, и нож вынимается лезвием вверх, по-якутски. И приступим к испытаниям. Вес 85 килограмм. Последний раз взвешивался. Сейчас, наверное, даже толще стал. Уже поправился за это время. Все, да? Давай тут сейчас. Баланс вот такой вот. Видно, да? Немножко в сторону лезвия. Примерно так. Ну и приступим дальше испытывать. Полклася. Кончики. То же самое. Теперь это вот транспортерная лента такая задубевшая. Режет легко. Кусочки такие с кордом вместе. Далее по дереву проверим. Видно, да, что? Удобная рукоять в якутском ноже. Держишь прямо. Хорошую силу можно приложить. Потому что она такая вот гладкая и упираться очень хорошо, удобно. Форма яйца получается у нее с этой стороны, если смотреть в разрез. Так, далее. Дерево. Теперь вот это вот хвостик такой, высохший уже, засохший. Волосы режет. Просто так вот легко. Кожа сама по себе твердая такая вот уже. Примерно так. Вот стружки такие вот отстругивал от дерева. Показать. Так, и проверим по гаечке. Двумя пальчиками я держу. Примерно так. Значит, теперь еще покажу, как ухаживать за ним. Когда сильно затупится, значит, кусок наждачки. В данном случае 2500 грит. Если нож сильно затупился, то погрубее наждачку взять, конечно. Если есть камушки хорошие, то, конечно, камушками хорошими это лучше. Но так намного дешевле. То есть кладете клинок на что-нибудь вот так вот, таким образом, чтобы дулом вверх. И по плоскости. Никаких углов удерживать не нужно. С обратной стороны только заусенчики вот снимаете. Можно вот об кожу ножом это делать. Так, далее. Уход. Такая смазочка у меня продается, сам делаю. Это, можно сказать, аналог баллистола, но намного дешевле. Клинок смазываете, чтобы не был подвержен коррозии. Именно так. Вот для пальцев это не вредно, наоборот, она даже ранки заживляет хорошо. Вот. И кожу ножен тоже смазывать этим же средством можно прям.
Ну, как любая кожа нуждается в уходе, вот за обувью следите, также и за ножнами надо следить, чтобы они не рассыхались. Особенно, когда дождь, чтобы не размокали, или когда жара, чтобы не рассыхались. Вот примерно так вот. Вот я уже дальше сам. Примерно так, в общем. Всего самого доброго. До свидания.